Площадка для производителей техники и оборудования. В Якутии проходит крупнейший форум транспортной системы и дорожной инфраструктуры Крайнего Севера. Служить это престижно. В ряды вооруженных сил наберут полсотни новобранцев из Алданского района. Твори добро другим во благо. В столице Якутии состоялся республиканский конкурс чтецов. В эфире информационная программа «Якутия-24». Мы продолжаем знакомить вас с событиями. В студии Андрей Погорелов. 6 новых судов на воздушной подушке начнут ежедневно курсировать через Лену с 15 апреля. Режим перевозок с 8 до 19 часов. Со стороны Якутска рейсы будут выполняться с территории городского пляжа на 202-м микрорайоне, а со стороны Нижнего Бестяха от паромной переправы. Вместимость 9 человек. Каждое судно обеспечено сертифицированными спасательными средствами. Отметим, что тарифы не превысят 1000 рублей на одного взрослого пассажира и 500 рублей на ребенка. Организовать в кратчайшие сроки уборку и вывоз снега. Такую задачу перед коммунальными службами города поставил глава Нерюнгри Леонид Олейник. В результате снегопада, продолжавшегося в течение 2 суток, в столице Южной Якутии выпала норма осадков, превысившая декадную в 6 раз. Дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Ежедневно на уборку снега выходят порядка 14 единиц техники и 10 дорожных рабочих. Сообщается, что на сегодня выполнены работы по очистке подъездных путей к детским садам, школам и больницам. Уже проезд не затруднен ни по межселенным дорогам, ни по городским дорогам. Также после очисток производится посыпка противогололедным материалом всех скользких участков. Приоритетные, конечно, это участки, это пешеходные переходы, это перекрестки. Если что касаемо внутриквартальных проездов, это районы школ, детских садов, также больничных учреждений. Ленские власти против канализационных сетей компании «Газпром». По проекту строительства предусмотрен сброс сточных вод в реку Мухтуйка. Тем самым будет загрязняться городской пляж, а также акватория водозабора питьевой воды города Ленска. Активисты составили петицию в адрес президента России, под которой просят подписаться жителей города. Об этом говорили в ходе пресс-конференции главы Ленского района. Жумарт Абельманов сообщил журналистам, что сделает все, чтобы проект строительства пересмотрели. Площадка для производителей техники и оборудования. Первый в Якутии крупнейший форум транспортной системы и дорожная инфраструктура Крайнего Севера стартовал сегодня в Северо-Восточном федеральном университете. В рамках форума около 10 отечественных и зарубежных производителей представят 9 единиц техники, которые уже работают на предприятии Якутии в условиях Севера и показали свои результаты. Форум продлится до 6 апреля. Ждем от форума объединения усилий научных организаций, потенциала образования и наших производственных предприятий, а также управления и государственных органов в плане решения основных ключевых проблем дорожной отрасли. Проблем действительно много, и в основном они, конечно же, обусловлены сложными климатическими условиями, которые провоцируют сложные дорожные условия, и всю специфику, связанную со строительством, эксплуатацией, содержанием автомобильных дорог здесь, у нас в условиях Крайнего Севера. Сегодня Владимир Путин проведет первое заседание в 2018 году Государственного совета. Как сообщает пресс-служба Кремля, оно будет посвящено приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции в России. На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, которых сформулированы в указе президента об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. В этот же день Путин примет в Кремле членов комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку «Экспо-2025». Поддержать бизнес. В Мирном для развития малого и среднего предпринимательства предоставляется финансовая поддержка. Гранты в сумме до 200 тысяч рублей предусмотрены для начинающих бизнесменов, а 300 тысяч могут получить работающие компании для приобретения или обновления оборудования. Кроме того, претендовать на 50 тысяч рублей субъекты малого и среднего бизнеса могут в части субсидирования арендной платы и консультационных услуг, а также на профессиональную подготовку. В приоритете пищевая промышленность, социально значимые услуги, производство строительных материалов и оказание услуг по эксплуатации жилья и объектов инфраструктуры ЖКХ.
В Якутске наградили лучшие проекты некоммерческих организаций республики. Особо отметили те НКО, которые своим примером доказали, что добрые и полезные дела можно начать с малого и развить до внушительных масштабов. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров встретился с победителями и авторами лучших проектов. Я с детства хотел заниматься охраной общественного правопорядка, следить за порядком и соблюдением законов в нашем городе. Поэтому, поступив в наш колледж, я, не задумываясь, поступил в дружину «Медведь». Добровольная народная дружина «Медведь» создана 2 года назад. Инициаторы – студенты юридического полицейского колледжа. В начале пути их было всего 50 человек. Сейчас же народную дружину поддерживают не только студенты, но и весь педагогический состав. На сегодняшний день 250 членов. Очень активно участвуют наши студенты. Каждый день дружинники выходят на дежурство. Вместе с полицейскими следят за общественным порядком Якутска. Помогают не только составлять протоколы, но и задерживать хулиганов. Это большая возможность для студентов. Практика. Мы видим будущую службу, возможно, свою изнутри. Все ходим по 10 человек. За одно дежурство, возможно, 2-3 нарушения уже производить. Помогаем сотрудникам во многом. За неоценимый вклад и лучший народный проект команда добровольной народной дружины «Медведь» получила 1 миллион рублей от республиканского правительства. В планах нашей народной дружины создание лучшей материальной базы, чтобы у них были рации друг с другом, чтобы они могли разговаривать вовремя. А так еще что, компьютерная техника, жилеты и так далее, то, что необходимо для дежурства. Следующий проект, который высоко оценивает местные власти – общественное движение «ЮЙТ», которое пропагандирует среди населения Якутии идею патриотизма. Общественная организация была создана в 2016 году. Основной целью нашей организации является пропаганда традиционных верований народа Саха. В организации состоят более сотни парней. Каждую неделю они собираются в доме Арчи, проводят обряд Алгыс и рассказывают про здоровый образ жизни. Сегодня они посетили пункт временного пребывания Терях, где встретились с их постояльцами. В прошлом году тоже были здесь. Тут есть люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Наша вера велит, чтобы мы помогали всем людям без разницы, Именно они попали в трудную жизненную ситуацию, поэтому мы помогаем им и просим посредством Алгыса, чтобы он помог им, этим людям, в этой жизненной ситуации. Возможно, уже в следующем году они представят собственный проект на суд жюри Министерства по развитию институтов гражданского общества. И, может, как и дружина «Медведь», станут обладателями 1 миллиона рублей. Только для этого нужно серьезно подготовиться. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. К другим темам. В России стартовала весенняя призывная кампания. Тысячи юношей получили повестки и явились в военкоматы для прохождения комиссии. Из Алданского района в ряды вооруженных сил планируется направить 500 новобранцев. Процент явки высокий, уклонистов нет. Они идут в армию чаще по состоянию здоровья. В основном это болезни желудочно-кишечного тракта, плоскостопие и близорукость. По мнению врачей, слабое зрение – прямое следствие компьютеризации. В целом здоровье подростков крепнет. Военнослужащие отмечают, что сегодня среди молодежи служить считается престижным. Новое у нас, это с этого года именно, то, что граждане, которые достигли 27 лет и были больны, были переданы в запас, сейчас имеют право, не достигшие 27 лет, имеют право пройти перекомиссию добровольно и стать призывником, снова призываться в вооруженные силы. И второй момент. У нас сейчас те граждане, которые закончили техникум, те граждане, которые закончили высшее учебное заведение, они имеют право сразу призываться не по призыву, а именно по контракту на 2 года. В основном ребят из Якутии направят в части Дальневосточного военного округа. Распределение зависит от многих факторов, от категории годности и профессиональных навыков. Также в штатном режиме постоянно ведется работа по розыску призывников, уклоняющихся от воинской обязанности. При этом работники Нюрнбергского военкомата отмечают активную явку. В последнее время медкомиссии все больше выявляют у призывников проблемы со зрением, плоскостопием и сколиозом. На комиссию вызвано, сегодня на комиссию медицинское свидетельствование порядка 37-42 человек. Из них, кто будет призван, обязан контрольной явкой на следующий день, то бишь завтра, явки в военкомат для предоставления необходимых недостающих документов, для направления их потом на сборный пункт Республики Саха-Якутия. В
Впервые школьник из Якутии принял участие на престижном всероссийском конкурсе «Ученик года-2018». Выпускник Чурапчинской гимназии Никита Григорьев получил звание лауреат конкурса и стал победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Секрет успеха – это работоспособность и желание, сказал якутский школьник. В планах у молодого ученого стать химиком с правом преподавания. Чувствовалось невероятное чувство гордости, ответственности, одновременно радости и смятения, что ли. Но звания включают в себя несколько критериев, так же как и интеллектуальные способности и лидерские качества. Кроме номинации я получил, само собой, дипломы. В Ульяновске очень ценится камень симбирцит. То есть нам дали симбирцитовую статуэтку, а также за приз зрительских симпатий мне дали планшетник. В Центре для детей и юношества состоялся республиканский конкурс чтецов «Твори добро, другим во благо». Его организаторами являются Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» и Центр для детей и юношества Национальной библиотеки. О целях, задачах и конкурсантах расскажет Ирина Ганжа. Республиканский конкурс чтецов «Твори добро другим во благо» посвящен Году добровольчества в Российской Федерации. Цель его проведения – выявить и поддержать талантливых детей, пробудить у них интерес к добровольческому движению. Дети по природе своей хотят и любят творить добро, и задача нас, взрослых, поддерживать в них это стремление. Конкурс чтецов ежегодно собирает множество ребят со всей республики в возрасте от 10 до 14 лет. В этом году жюри оценивало выступления более 100 участников. Я выбрал балладу о друге, потому что в наше время друзей не так много, и готовых прийти на помощь в любой момент очень мало. И такой стих, или даже баллада, так сказать, может многое показать того, что хорошее можно сделать в этом мире. Каждый смог выбрать свое любимое стихотворение на тему взаимопомощи, бескорыстия, милосердия и попытаться исполнить его так проникновенно, чтобы все зрители почувствовали, как много добра в наших сердцах, как важно не таить его в себе, а щедро делиться со всеми, кто нас окружает. Я выбрала стихотворение «Доброта». Я выбрала ее, потому что их олицетворили. Доброту, ложь, зло, лесть. Все олицетворили и написали об этом стих. Я очень хочу, чтобы люди были такими же, как доброта. Главным призом для победителей станет поездка в Москву на празднование Международного дня защиты детей. Ирина Ганжа, Андрей Рукавишников, Якутск. Таковы главные новости этого часа. Оставайтесь на Якутия 24.